Христос воскресе! Сегодня православные христиане отмечают главный праздник – Светлую Пасху. Ингушские активисты, победители форума «Машук», продолжают работать над реализацией своих проектов. Выставка «Прекрасные мгновения» прошла в Назрановском молодежно-досуговом центре. Это новости 24. Добрый вечер. Сегодня отмечается Пасха, один из главных христианских праздников. Светлый день Воскресения Христова, независимо для вероисповедания, является символом мира и добра, единства и согласия на пути к созиданию. Пасхальная ночь – самая безмолвная и тихая ночь в году. Все молящиеся зажигают свечи. После ознаменуется окончание Великого Поста и Разговения. В храмах проходят торжественные богослужения, которые начинаются еще до полуночи, в Страстную субботу. Светлое Христово воскресенье отмечается православной церковью как самый важный, самый значимый праздник. Для людей верующих это не просто праздник, а важнейшее в мировой истории событие. Это день, когда человечеству Богом была дарована надежда на спасение. Статус Пасхи отражают слова «праздников праздника, торжество из торжеств». В храме Покрова Пресвятой Богородицы многолюдно. Сюда приходят с семьями. Тимофею Шабуневичу всего 6 лет. Каждый год он приходит на пасхальную службу с отцом. Святой Василий, брат блаженный, молитвенник самозабвенный, на Красной площади собора, на службе в нем ты до сих пор. Всех хочу поздравить с праздником. Христос воскрес! Пасха знаменует окончание 40-дневного поста. В чистый четверг православные готовят себя и свой дом к светлому празднику. В канун воскресенья пекут традиционные явства и освящают их в церквях. Сегодня принято ставить перед собой благие задачи – отдать долг, примириться с тем, с кем в ссоре, и даже просто позвонить родственнику или помочь по дому. Для нас самый главный праздник в году. Для нас, для православных, самый главный праздник в году. Он бывает один раз в год. Мы к нему готовимся. Готовились 7 недель. Постились за это время. И вот сегодня уже последний день. Ночью. Сейчас служба у нас. А завтра уже пойдем на кладбище вспоминать своих родственников, поминать. Самое главное на Пасху – это быть в храме Божьем, понимаете? Порадоваться вместе со всеми людьми, именно в храме, воспеть, восславить воскресшего Господа и порадоваться именно жизни вечной. И это вся неделя большого праздника. Алтарь не закрывается, он все время стоит открытым. И это знак того, что Господь всю эту неделю находится рядом с нами. На третий день после своих страданий и смерти Иисус Христос силою своего божества воскрес из мертвых. Тело его человеческое преобразилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив печати, невидимой для стражи. А когда женщины во главе с Марией Магдалиной пришли омыть его мертвое тело, ангелы сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет, он воскрес». День, который предваряет Страстную Седмицу, на котором будем вспоминать страдания Христа, Его путь и восхождение на Голгофу. Праздник входа Господня в Иерусалим – один из 12 главных праздников православной церкви. Праздник начинается в полночь между Великой Субботой и Христовым воскресением. Проводится особенная торжественная служба – светлая пасхальная заутренняя. Под несмолкающие колокольные перезвоны верующие совершают крестный ход вокруг храма. Торжественный колокольный звон выражает торжество креста Христова, величественно носимого, окруженного санмом верных, которые следуют за ним, как воины за знаменем. Крестный ход идет под предводительством святых, иконы которых несут впереди всех. Для православных христиан это самый главный праздник, к которому православный христианин готовится на протяжении почти 50 дней, 7 недель, которые включают в себя Святую Четыредесятницу, 40 дней, и Страстную Седмицу, которую мы переживаем, события страданий Христа, Его восшествия на крест. Это время особого поста, ограничения себя как в пище, так и в какой-то праздности, в суете. Но посвящение этого времени всецело молитве и
заботе о своей душе. Православных верующих поздравил с праздником и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Он лично приехал в Сунжинский храм Покрова Пресвятой Богородицы, чтобы обратиться к верующим прихожанам. Сегодня, конечно, хочу вас всех поздравить с праздником, желать нам здоровья. Кто-то держал пост, кто-то по здоровью не смог держать. Все зачтется, все будет хорошо. И я желаю, чтобы у вас все было прекрасно. В нашей республике, в нашей великой стране, чтобы все было прекрасно. Чтобы все у нас получалось, чтобы все получилось. Все будет хорошо. Главное, чтобы мы все верили в Всевышнего, были Богом в душе. Тогда и помыслы были, и работа, и все, что мы делаем, все будет на благо. А все, что на благо, оно всегда будет хорошо. Спасибо, я вас всех поздравляю с праздником. Сегодня верующие навещают своих родных и близких, чтобы поздравить их со Светлой Пасхой, подарить куличи и крашеные яйца – символы доброго и чистого праздника. Амина Бокова, Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. Ингушские активисты-победители форума «Машук» продолжают работать над реализацией своих проектов. Напомню, Северокавказский молодежный форум проходил в августе в Пятигорске. Для республики он завершился более чем удачно. 23 проекта по самым разным направлениям, гранты на общую сумму более 14 миллионов рублей. В их числе идея Рамзана Медова воссоздать ансамбль «Ваймок». В Комитете по делам молодежи состоялась очередная встреча победителей форума с руководителем ведомством. Проверили, на каком этапе реализации этого проекта. Хади Добриева с подробностями. Мы заказали это костюмы у нас в Ингушетии. Работа очень шикарно сделана. Не создать, а именно возродить ансамбль «Ваймок». Такой идеей Рамзан Медов загорелся давно. Работу творческого коллектива пришлось приостановить несколько лет назад из-за трудностей с финансами. Хореографическому искусству Рамзан отдал 7 лет. В свой проект без преувеличения он вложил всю душу. И эксперты это оценили. На Машуке 2017 Рамзан оказался в числе победителей форума. В последнее время забывается о наших национальных ценностей. Я хочу, чтобы они помнили наш танец, наши обычаи, наши духовные ценности, и чтобы мы не забыли наши, как предки носили нашу национальную одежду и наш танец. Идею Рамзана в Коммолодежи сразу же поддержали. Вместе с ним на форуме проекты смогли представить более 140 участников из Ингушетии. Здесь было видно, что парень действительно настроен на не просто реализацию данного проекта, ему нужен был фактически старт, помощь, чтобы начать большое свое дело, и мы искренне надеемся, что это дело имеет большое будущее. Рамзан подавал заявку на 500 тысяч, но на проект выделили только 300. Все средства ушли на пошив сценических нарядов для солистов и разработку сайта ансамбля. Но какие национальные черкесские без красивых поясов, а мужские, к тому же, без кинжалов и газырей? В этом вопросе большую поддержку Рамзану оказал Адам Мальсаков, с которым они познакомились на форуме. Передали Рамзану 6 вот таких кинжалов. Они специально были сделаны чуть короче, чем оригиналы, 46 сантиметров, и украшены декоративно. Также мы закупили вот такие газыри, взяли 100 штук. Они как раз хватает для 6 пар. Газыри представляют из себя, это макеты, а так оригинально газыри это пороховницы с дозированным количеством пороха, которые наши предки носили на груди. Дополняет образ декоративные пояса. Всего же в коллектив войдут 16 солистов, девушек и парней. Костюмы для них готовы, осталось дело за малым. Отбор в ансамбль уже объявлен. К этому моменту известны имена нескольких солистов. Первые выступления творческого коллектива запланированы в мае. Наступит весну и празднование Дня Победы. А уже этим летом ансамбль примет участие во Всероссийском молодежном форуме Таврида, который пройдет в Крыму. Коммолодежи такими успехами по праву гордятся. Инициативы молодых энтузиастов здесь не только охотно поддерживают, но и следят за реализацией проектов победителей. А их, между прочим, немало. Грантовый куш на Машуке 2017 сумели сорвать 23 ингушских активиста. Республика заняла первое место на форуме сразу в нескольких направлениях. И такой успех молодые люди надеются повторить и в этом году. До старта форума еще далеко, а в комитете уже с января начали работу с авторами проектов. Если в 2017 году мы повезли готовых 50 проектов на Машук, то в этом году уже на сегодняшний день у нас удвоено количество проектов, соответственно удвоено количество и участников с проектами. Квота у нас 145
Но я надеюсь, что я уверен, что каждый молодой человек на Машуке будет иметь лично свой проект. К слову, представить свой уже второй проект на Машуке 2018 готовится и Рамзан. На этот раз, если повезет, он планирует открыть собственную студию национальных танцев. Хочу обучать с 5 до 35 лет. Это им будет пригодиться и в университете, или если они будут дальше идти по хореографической деятельности, им будет пригодиться, чтобы они в дальнейшем могли сами работать в этом направлении. Прием заявок на участие в форуме в комитете начнут за месяц до старта Машука. А пока у активистов есть еще время довести свои проекты до ума. Хадис Добриева, Сурхол Кусиев, Новости 24. Сегодня отмечают свой профессиональный праздник сотрудники военных комиссариатов. У ведомства, кстати, столетний юбилей. В Назрановском доме культуры прошла торжественная церемония награждения профессионалов своего дела. После официальной части начался большой концерт. Артисты ингушской эстрады подготовили специальную программу «Песни военных лет». Репортаж Даны Плиевой. Торжественный гимн, ознаменованный началом мероприятия, говорит о том, что чествовать здесь будут самых необычных гостей. В зале собрались сотрудники военных комиссариатов со всей республики, чтобы отметить столетний юбилей своей непростой работы. Она заключается в подготовке и мобилизации молодых ребят, которые становятся не только опорой страны, но и защитниками государства в любой точке мира. Поздравить сотрудников пришли представители военных организаций, ведомств и госучреждений. Среди них помощник главы Мухажир Евлоев, выступивший с приветственным адресом от Юнусбека Евкурова. В этот праздничный день примите искренние пожелания, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне. С уважением, президент Республики Ингушетия Юнусбек Мамыткерович Евкуров. В числе гостей и бывший военком Ингушетии Арам Акопян. Он подчеркнул, что в последние годы военный потенциал республики возрос. Мобилизационную работу подняли, территориальную оборону, вопросы все порешали. Никаких у нас вопросов и проблем, и все вышестоящее начальство, когда приезжало проверять, всегда оставалось довольным, и оценка была удовлетворительна. Мелкие какие-то недостатки мы всегда вместе с военными комиссарами муниципальных образований побеждали, и все было нормально. Не обошлось и без награждений. Грамотами и словами благодарности в зале не обделили никого, в том числе и женскую половину, внесшую свой вклад в работу. Эту роль с огромным удовольствием взял на себя руководитель профсоюза 58-й армии Николай Дюнов. От всей души мы желаем вам, работникам Ингушского военного комиссариата, крепкого здоровья, личного счастья, успехов в работе и от всей души, конечно, мира, 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 дорогие мои. Для того, чтобы мы с вами могли только, так сказать, призывать нашу молодежь, учить ее военному делу, подниматься на наши учения, но не дай Бог, пронеси и спаси нас Всевышний от того, чтобы на наши головы не сыпались всякие нехорошие бомбы. Награды, грамоты и самые теплые слова благодарности сотрудникам военкомата звучат заслуженно. Организованные в 1918 году Советом народных комиссаров, военные комиссариаты стояли у истоков образования сильной Красной армии. В годы Великой Отечественной военкомы созвали в Красную армию более 30 миллионов человек, среди которых было и более 20 тысяч ингушей. Они в кратчайшие сроки обеспечили новобранцам всеобщее военное обучение, а также поставили на фронт около 1000 единиц техники. Сегодня работа военкомата также заключается в подготовке молодых ребят, а именно призыву в армию, который проходит весной и осенью. С 1 апреля по всей стране уже стартовал весенний призыв, который продлится до 15 июля. Около 15 тысяч призывников на учете состоит. В ходе весенней призывной кампании нам предстоит направить для службы в вооруженных силах 200 человек. География службы обширная, практически во все регионы Российской Федерации пойдут служить наши призывники, ну и в различные рода и виды вооруженных сил. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Солисты Центра культурного развития Магаса исполнили для гостей песни военных лет. Дана Плиева, Марбек Мержоев, Новости 24. Сотрудники ГАИ совместно со студентами аграрного техникума провели акцию. В ходе рейда проверили, используют ли водители ремни безопасности и есть ли в салоне автомобилей детские кресла. Здесь же раздавали агитационный материал и проводили беседу с водителями. Репортаж Хади Бекбузаровой.
Сегодня под прицелом сотрудников ГИБДД водители, которые перевозят несовершеннолетних пассажиров без детских автокресел. Инспекторы совместно со студентами аграрного техникума вышли в рейд, чтобы провести с автолюбителями, в основном с нарушителями, профилактическую беседу. Но есть среди водителей и ответственные участники дорожного движения. К примеру, Алихан Климатов вообще не представляет, как можно родителю сесть за руль, не позаботившись о безопасности ребенка во время поездки. Необходимости заңбережді ханялчы массаны словей благодарят у республики Харцаба машинская даже об этом знает о Арахате. Это действительно, даже в анекдоты мы вошли. Ишежда, лилдедес, закон, ягордедес, гаишник, госавтоинспекция требует с нас, но лилдедес хамар закажи. Я желаю, чтобы это все люди понимали, то есть царский ты должен. Водитель со стажем Магомед Алдаганов положительно относится к таким акциям. Более того, призывает как можно чаще проводить профилактические мероприятия подобного рода. Мужчина считает, что эти меры помогут водителям, пусть и не сразу, но осознать ответственность за собственную жизнь и жизнь окружающих, и более внимательно относиться к соблюдению правил безопасности при вождении. Детские кресла, они нужны тоже, потому что они защищают наших же детей. Многие случаи были без кресел, дети вылетали с машин даже. А когда в кресле сидит ребенок, это безопасность и ребенка. Согласно поправкам в закон о перевозке детей от 28 июня 2017 года, пассажиров до 7 лет возить можно только в автокресле, а тех, что постарше, пристегнуть обычным ремнем. Все-таки детская безопасность должна быть на первую очередь. Если же вы не беспокоитесь о своей безопасности, о детях нужно делать в первую очередь. И ни в коем случае не перевозить детей. Если пассажирские места у нас рассчитаны на 4 людей, значит, это должно быть 4 пассажира. И обязательно все вместе с водителем должны быть пристегнуты. В рамках акции сотрудники ГИБДД также раздали водителям памятки. Из согласия владельцев автомобилей наклеили информационные буклеты на задние окна машин. Детская жизнь, как вы знаете, она очень дорогого стоит. И мы, водители, приобретая данные кресла, которые мы видим здесь, спасают детские жизни. У нас были 3 вида наклеек. Это «Держите дистанцию», «Носите с собой детские кресла для безопасности детей» и «Я вежливый водитель». Реагировали нормально, позволяли наклеить наклейки. У многих водителей были ремни безопасности, поэтому клеить наклейки «Я вежливый водитель» было достаточно просто. За неисправность или отсутствие детского автокресла предусмотрен штраф, который с 2013 года вырос до 3000 рублей. Хайди Бекбузарова, Хаваш Гойгов, Новости 24. Сделать правильный и осознанный выбор высшего учебного заведения российским абитуриентам поможет приложение, разработанное Министерством образования и науки страны. Сервис под названием «Поступай правильно» содержит всю актуальную информацию о вузах России, а также предоставляет навигацию по каждому из них в разрезе уровня обучения, направлений подготовки и специальностей, средней стоимости обучения и широкого ряда сравнительных параметров. Еще одна дополнительная функция – это возможность рассчитать предварительную оценку своих возможностей, исходя из набранных баллов ЕГЭ. А с недавнего времени в приложении были добавлены все уровни образования. В Ингушетии в клубе «Ади Ахмат» прошел открытый шахматный турнир на Кубок Кирсана Илюмжинова. Соревнования по швейцарской системе проводятся уже 4-й год подряд. Турнир, кстати, ровесник самого клуба. Итоговый соревновательный день в материале нашего корреспондента Зелимхана Калоева. Марина Икажева вот уже 4-й год занимается этим видом спорта, а за плечами у девушки за такой небольшой срок многочисленные победы и призы различных уровней. Сейчас ей противостоит Исага Дабошев, соперник старше и намного опытнее, но благодаря продуманной тактике Марина пробивается вперед. Из 8 я выиграла 5 туров. Ну, пока я играю достаточно хорошо. Я еще могу попасть в тройку и буду стараться. Я раньше участвовала еще в многих соревнованиях, тоже были Кубки Илюмжинова, это уже 2-й Кубок Илюмжинова. И в прошлом турнире я тоже заняла 5 очков из 9 и смогла занять только 15 место, не смогла занять 2-е.
Во второй соревновательный день участникам предстоит пройти 4 тура. Всего же на турнире Кубка Кирсана Илюмжинова их 9, 5 из которых прошло накануне. С эмоциями юным участникам трудно справиться, ведь играть со старшими, гораздо опытными, намного сложнее. Вот и Эмин Аушев в 8-м туре совершил ошибку, но сдаваться не собирается. Впереди у него еще 1 тур, чтобы отыграться. Сейчас я проиграл. Просто мой соперник сделал невозможный ход, но я не засчитал его, не сказал судье. И мы продолжили партию, и в конце я сделал мат. Вроде бы нормально все. Очки у меня есть, но лучше будет, конечно, если я еще больше набрал бы. А тем временем Юсуф Сурхаев вступил в интеллектуальный поединок с оппонентом старше на 66 лет. Но в своих силах мальчик не сомневается, хоть и допустил несколько ошибок в начале, и тем самым создал идеальную композицию для своего соперника. Я не просчитал на 1 ход, и он мне поставил вилку. Я бы не смог что-нибудь, ничего не было поделать, и пришлось отдать ладью. Сам противник был сильный. И я думаю, он отступил из-за того, что я почти как он играл, и еще из-за моего возраста. Турнир на Кубок Кирсана Илюмжинова проводится в республике уже 4-й год подряд. Столько же накануне исполнилось и спортклубу Ади Ахмад. Турнир проходит по швейцарской системе. Швейцарская система предполагает, это все участники от начала до конца играют. Контроль времени 15 минут на партию, и на каждый ход добавляется 10 секунд. Ну, где-то партия выходит минут 35-40. Общая партия выходит по времени. 9 туров подошли к концу, и настал самый волнительный момент – выбор 5 лучших игроков из заявленных 50, не считая отдельные номинации. Лучший результат среди ветеранов у Мовли Барахоева. Среди юношей отличился Умар Эльджеркиев. Он разместился на 6-й строчке турнира. В тройке лучших Руслан Килоев и Али Тангиев. На 1-м месте Джабраил Дебзиев. Удалось выиграть, потому что на протяжении всего турнира как-то был сосредоточен. Не думал о результате вообще. И я приехал вчера утром с сессии, как-то все сказалось, что я был более отдохнувшим. То есть от всей этой системы, ну, от шахмат, от всего. Завершение турнира в честь своего праздника и прошедшего дня рождения спортклуб Ади Ахмад по поручению депутата Госдумы Алихана Харсиева вручил ключи от нового микроавтобуса Минспорта Ингушетии для дальнейшей передачи Федерации альпинизма республики. За последние годы, мы почему именно выбрали Федерацию альпинизма, за последние годы эта федерация уже провела 3 крупных соревнования на территории республики Ингушетия. В этом плане ребята работают, поэтому решено было поощрить именно их автобусом, чтобы им было и удобнее, и, как говорится, и для дела, и для всего было. Последние годы, как мы уже все знаем, развивается Федерация альпинизма. Мы в прошлом году провели 3 чемпионата России по альпинизму, первенство и чемпионат России. В этом году провели чемпионат России по альпинизму. То есть федерация у нас развивается. Сейчас мы набираем. К нам приезжают тренера из других регионов для обучения наших и спортсменов, и чтобы получить квалификацию тренерами быть, семинары будут проводить. То есть альпинизм развивается в нашей республике. Участников соревнований впереди ждет еще серия подобных турниров, в их числе и самые яркие на Кубок Эрнеста Инаркиева. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Сады поколений. Историко-географическое общество Дзурдзуки провели первую экологическую акцию. Высадили плодовые деревья. Разбить сад решили в Кантышеве. Амина Бокова с подробностями. Груша, абрикос, шпанка, черешня и яблоки. Уже сегодня около 200 саженцев этих любимых всеми деревьев заполнят собой это пустое поле в селении Кантышево. Однако перед посадкой участников акции ожидает небольшой инструктаж. Начнем с яблок.
Идея посадить плодоносящие деревья во всех населенных пунктах республики принадлежит историко-географическому обществу Дзурдзуки. Задумка состоит не только в экологическом благоустройстве Ингушетии, но и в том, что выращенными плодами из этого сада спустя десятки лет смогут полакомиться наши потомки. Тем самым участники акции оставляют символичную связь с будущими поколениями. Первый сад был заложен дзурдзуками еще в прошлом году, но на сегодняшний день сады поколений есть в Магасе, селении Плиево, Троицкое и теперь уже в селении Кантышево, возле русла реки Камбелеевка. Кстати, место это было выбрано не случайно. Вы можете видеть прекрасный тутовый сад, который высажен еще в советское время. Я думаю, что здесь плодовый сад сейчас появится. Это в ближайшее время будет таким очень красивым местом отдыха для сельчан. Немножко стыдно даже, когда есть, допустим, в населенных пунктах сады, которые высажены в советское время. Сколько времени прошло, у нас есть своя государственность, своя республика. Нам уже пора озеленять, делать нашу республику уже самим, для того, чтобы оставить ее вот в таком красивом виде. Одним из первых за лопату взялся олимпийский чемпион Рахим Чехкиев. Спортсмен один из тех, кому не безразлично состояние окружающей среды, поэтому он активно участвует в различных акциях, таких как экологический субботник «Зеленая Россия» и «Зеленая весна», где добровольцы расчищали берега водных объектов республики. Ну а сегодня помогать олимпийскому чемпиону вызвался маленький активист Али. Несмотря на юный возраст, Али уже может похвастаться более 40 высаженными деревьями. Какое у тебя по счету это дерево? 42. Это 43 дерево. Мы придем с тобой, друг мой, придем сюда через лет 10-15 и посмотрим, какое это красивое огромное дерево, сколько оно приносит нам хороших плодов. Вот. И будет приятно вспомнить эти времена. Историко-географическое движение Дзурдзуки образовалось всего год назад, но на его счету уже несколько долгосрочных проектов, таких как «Я познаю свой край» и «Мудрость прошлого». Они занимаются научной, исследовательской и просветительской работой. «Сады поколений» уже третий проект программы «Наследие». Он предполагает закладку парковых зон и садов в каждом населенном пункте республики. В этом году зима такая поздняя получилась, да? Если у нас получится, и в Малгобекском районе тоже попытаемся заложить еще один сад. Сегодня даже погода радует пришедших на акцию теплом и солнцем. Каждый из присутствующих здесь добровольцы, которые не прошли мимо призыва принять участие в этом богоугодном деле. Многие из них деревья сажают впервые, но это точно не про сотрудников Комитета экологии, которые тесно сотрудничают с дзурдзуками и никогда не пропускают их акции. В целом по всей республике на год запланирована посадка около 30 тысяч деревьев. Практически во всех населенных пунктах. Это и водоохранные зоны, это и парковые зоны. В городах и населенных пунктах будут заложены еще и парки, новые парки в городах республики. Уже на следующих выходных общество Дзурдзуки будут проверять сады, благоустроенные в прошлом году. Деревья, которые не прижились, заменят на новые. Посадить свое дерево и внести вклад в благоустройство республики, сделать ее чище и красивее может любой желающий. Амина Бокова, Ахмед Горбаков, Новости 24. Выставка «Прекрасные мгновения» прошла в Назрановском молодежном досуговом центре. Экспозиция посвящена юбилею художницы Хади Мальсаговой. Тут же представлены полотна Амины Дарсиговой, Тамила Газдеевой, фотоработы Заура Плиева. Подробности у Наты Евлоевой. Тяга к рисованию у Хади Мальсаговой была с детства. Сначала это было просто хобби, но она и представить не могла, что ее жизнь так тесно переплетется с миром искусства. Художница с точностью переносит все яркие цвета мира на холст. Признается, что любит рисовать цветы и пытается передать всю сочность оттенков. Она пишет исключительно пейзажи и натюрморты. Природа вдохновляет всегда. Приятно смотреть просто. Вот, пейзажи, поэтому вот мне очень нравится тоже пейзаж писать. Тоже свежесть хочется показать в своих работах, вот, чистоту природы. На выставке представлены работы не только самой именинницы, но и Газдеевой Тамилы, а также Дарсиговой Амины, которая, несмотря на свой юный возраст, является членом Союза художников Ингушетии. В 2010 году она окончила художественную школу, после чего освоила живопись маслом, а уже в 2013 году презентовала свои работы. По сегодняшний день ее картины получают высокую оценку, так как на выставке «Прекрасные мгновения» Муса Мартазанов лично поблагодарил девушку и вручил ей почетную грамоту. За популяризацию изобразительного искусства среди молодежи и участие в выставке живописи «Прекрасные мгновения» как члену Союза художников. И хочу, чтобы наши девушки работали активнее, это касается Мальсаговой и Газдеевой, чтобы мы смогли их тоже включить в ряды Союза художников.
Мадина Пугоева посещает выставки довольно часто. Девушка рассказывает, что окончила художественную школу, но рисование для нее стало лишь хобби. Я частенько, особенно когда остаюсь сама с собой наедине, у меня есть такой блокнотик, где я обычно шариковой ручкой, но тоже рисую. То есть это проявление эмоций, как правило. А здесь представлены работы Заура Плиева. Эти фотографии сделаны не только на фотоаппарат, но и на телефон. К примеру, этот снимок под названием «Сигнальная башня». А уникальность этой фотографии заключается в том, как ее ни переверни, городской пейзаж не меняется. Это не последняя выставка художниц. Летом они снова планируют представить для любителей искусства свои картины. И каждый желающий может прийти и насладиться их работами. Ната Евлоева, Рахман Суров, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия. И до встречи в эфире.